Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах этого часа. В Москве стартовал Всероссийский форум «Здоровье нации. Основа процветания России». Какие инициативы привезла якутская делегация? Вернулись с золотом. Оленские спортсмены успешно выступили на спартакиаде по национальным видам спорта «Игры Манчары». На дороге и тротуары Якутска массово выезжают любители погонять с ветерком. Расскажем, что грозит водителю мопеда или мокика без прав. Максимальное количество вакцины от коронавируса получит Дальний Восток. Об этом сообщила министр здравоохранения Якутии Елена Борисова сегодня на брифинге по эпидобстановке. В регионе за сутки заразились ковидом 103 человека, из них 54 в Якутске. В Алданском и Миконском районах по 5 заболевших, в Нерюнгринском и Хангаласском по 4, в Мигино-Кангаласском и Нижнеколымском по 3 случая. Еще в 16 районах от 1 до 2 заражений. В регионе идет активная вакцинация населения. Дополнительная партия вакцины «Спутник Ви» прибудет в Якутию на следующей неделе. В понедельник было совещание у Голикова оперштаб, где конкретно прозвучало, что максимальное количество вакцин при распределении будет учтено именно на Дальний Восток, потому что Дальний Восток сегодня имеет приоритет. Вакцинация остается главной задачей сегодня по преодолению подъема новой коронавирусной инфекции. Вы видите сегодня, что творится у нас на территории всей Российской Федерации. Якутия в этом отношении выглядит в более благоприятных событиях, но это как раз благодаря тому, что мы ранее всех начали массовую вакцинацию. Вы помните, было постановление 19 мая нашего главного санитарного врача. Буквально вчера вышло санитарное постановление номер 4, где уже четко указаны категории лиц, которые обязаны быть вакцинированы. В этой части это в основном работники образования, медицины, социальных служб, транспортной системы, общепита и так далее. Я прошу всех ознакомиться с этим документом, так как его реализация до 16 августа, в дальнейшем будут приниматься административные меры. В Москве стартовало одно из главных мероприятий в области здравоохранения страны – Всероссийский форум «Здоровье нации. Основа процветания России». Это традиционная площадка для обсуждения проблем и достижений отрасли. Также здесь представляют лучшие региональные практики в области медицины. Какие инициативы на форум привезла якутская делегация, узнаем из материала Максима Кардозу. Все новое – это хорошо забытое старое. Вот и здоровый образ жизни теперь самый актуальный тренд. Специалисты отмечают, что в эпоху пандемии люди стали следить за своим здоровьем внимательнее. И государство готово им в этом помогать. На самом деле мы ничего не придумали. Многие ведущие страны, в том числе ФРГ, США, у них есть долгосрочные планы по формированию здорового образа жизни. Мы вот этим форумом показываем в том числе, какая высокая заинтересованность у людей к сохранению своего здоровья, у людей, которые стараются помочь сохранить это здоровье, и у людей, которые смотрят в будущее, как это здоровье сделать, так скажем, постоянным. Форум «Здоровье нации» проводится уже в 15-й раз, и это крупнейшая площадка в стране, где можно увидеть все ноу-хау лучших медицинских центров России. И якутской делегации тоже есть чем удивить коллег. Главная фишка нашей республики – цифровизация. Так активно и смело в регионах современные технологии внедряют единицы. Якутский Минздрав представил на конференции программу дистанционного наблюдения за пациентами, возможности удаленной записи и вызова на дом, а также проект поликлиники без регистратуры, который тоже уже реализовали. Сейчас в поликлинике номер 3 нет той стандартной регистратуры, которая обычно бывает в поликлиниках. На каждом этаже более 4 информатов стоит в поликлинике. То есть если раньше время для записи в регистратуре где-то было порядка 12-15 минут, теперь это буквально 1-2 минуты. Удивлять Якутия решила и природными богатствами. На форуме прошла презентация абалахской минеральной грязи, которая помогает при многих заболеваниях. Лечебная грязь озера Абалах содержит такие микроэлементы, как кальций, магний, алюминий, сера, фосфор. Она высококонцентрированная, высокоминерализованная, среднесульфидная грязь. Используется при таких заболеваниях, как болезни органов дыхания, органов пищеварения, сердечно-сосудистой системы, при болезнях опорно-двигательного аппарата.
Форум продлится до 15 июля. В обширной программе заявлены самые разные темы, но, конечно же, специалисты обсудят и один из главных вопросов – как трансформируется и еще будет меняться система здравоохранения в период пандемии. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва. К столетию первого героя Советского Союза из Якутии Федора Попова реализуют крупные инфраструктурные проекты. План сегодня рассмотрел глава Якутии, и всего в него вошло около 20 мероприятий. Так запланирован ремонт дороги Майя-Тюнгюлю-Барагон-Цисымах протяженностью 24 километра, газификация и подключение к оптоволокну. Завершится строительство и реконструкция гидротехнического сооружения на реке Тиэре в Батаринском наследии. А в Якутске выделен земельный участок на улице Федора Попова для строительства сквера с последующей установкой памятника. В Мегино-Кангаласском улусе проведут реконструкцию объекта охраны культурного наследия «Летняя усадьба», в котором проживал Федор Попов. До конца следующего года 670 жителей поселка Айхал переселят из ветхого жилья, направят 325 миллионов рублей. Об этом сообщил глава Якутии на итоговом совещании по социальным вопросам района во время рабочего визита в Мирный. Зам генерального директора «Алроса» Алексей Дьячковский озвучил, в этом году компания направит более 24 миллионов рублей, в следующем 91 миллион. Ранее тему переселения обсуждали на форуме соцпроектов «Будущее алмазных городов». По поручению Айсена Николаева создали межведомственную комиссию. Глава региона поручил внести изменения в республиканский бюджет на текущий год, предусмотреть 45 миллионов рублей и 116 миллионов на этот и следующие годы. По плану расселят 46 многоквартирных домов. Айхал. На оба вопроса я получила очень хороший ответ от главы нашей республики. И я еду сейчас в Айхал сообщить нашим жителям хорошие новости, что в этом направлении работа не просто ведется, а буквально не за горами положительный результат решения наших вопросов. Вернулись с золотом. Ленские спортсмены успешно выступили на спартакиаде по национальным видам спорта «Игры Манчары». В этом году, в отличие от предыдущих, Ленский район представляла большая делегация. Это команды в 4 видах спорта, в 3 видах по 1 человеку и в национальных прыжках 2 спортсмена. Таким образом, удалось охватить 8 видов спорта. Всего ленская команда в нелегкой борьбе завоевала 7 медалей, 1 бронзовую и по 3 серебра и золота. Все призовые места привезли легкоатлеты, также золото завоевали в масс-рестлинге и стрельбе из традиционного лука. Командные виды спорта в этом году не награждали покомандно, поэтому только личные награды были. Ну, достаточно неплохой урожай собрали. Ну, все медали, в принципе, планируемые были, кроме, наверное, медали стрельбы из лука, так как мы впервые участвовали, и поэтому, конечно, не рассчитывали ни на какие медали. Но хорошо, что удалось завоевать их. Ну, а медали в легкой атлетике, в масс-рестлинге, которые мы заработали, они, конечно, были планируемые, мы на них рассчитывали, и, слава богу, что удалось завоевать эти медали. Наряду с велосипедами популярными в последнее время становятся и различные мотики и электробайки. На дороги и тротуары города массово выезжают любители погонять с ветерком. Часто это подростки или лица, не имеющие водительских прав. Что грозит водителю мопеда без прав или несовершеннолетнему электробайкеру, если его задержат, расскажет Александр Хавренко. С наступлением тепла у инспекторов ГИБДД прибавляется хлопот. На улицы города массово выезжают водители малогабаритных мобильных средств – скутеров, мокиков, электробайков. Чаще всего любители быстрой езды относятся к своим транспортным средствам как к игрушкам, забывая о том, что, садясь за руль, они становятся полноправными участниками дорожного движения. Средства индивидуальной мобильности, то есть те же самокаты, которые, опять же, имеют электродвигатели, так называемые, да, то есть батарейки, да, определенного киловатта, и которые, опять же, должны предусматривать категорию для водителя данного транспортного средства. То есть, соответственно, опять же, водитель полноценный, можно сказать, участник дорожного движения, так как он имеет право кататься с 14 лет на проезжей части, а до 14 лет дети имеют право кататься только в определенных для этого местах, то есть таких как площади, парки, скверы, также специальные велодорожки. Часто люди берут подобные средства передвижения на прокат, покататься час-другой ради развлечения. Но с прошлого года для того, чтобы оседлать скутер или электробайк, владелец проката должен потребовать у клиента водительское удостоверение с открытой категорией М.
Раньше вот мопедами, мокиками можно было управлять, не имея водительского удостоверения, однако с 2014 года в правила дорожного движения внесены изменения, согласно которого для управления ими требуется категория М. Добросовестные владельцы прокатов так и делают. Просят предоставить удостоверение, надеть шлем и другие средства защиты. Объясняют, где можно и где нельзя кататься. Многих клиентов такой подход нервирует и вызывает волну негодования. Есть умные люди, которые говорят, нам не надо эта проблема, уходим. А есть люди, которые настаивают до последнего, не уходят отсюда. Что дайте, мы будем кататься, мы столько дорога пришли, мы будем кататься. Они долго здесь будут ходить. Даже бывает, что конфликты возникают, что вот, почему всем можно, нам нельзя. Я объясняю, показываю бумага, говорю, предписание пришло, закон раньше другой был, сейчас другой. Люди не могут понять, люди смеются на меня и идут, говорят, да не хочешь, давай туда-сюда, там. Безобидное развлечение без водительского удостоверения может серьезно ударить по карману. Если нарушителя остановят сотрудники ГИБДД и если за рулем окажется несовершеннолетний, то отвечать за его поступок придется родителям, в том числе и рублем. У водителя данного транспортного средства должно быть водительское удостоверение определенной категории. То есть, согласно правилам дорожного движения, это категория у нас Н. Водителя данного транспортного средства нету, то он может, опять же, ответить по Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях по статье 12.7 по части 1. Там уже штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Покупают родители, да, можно сказать, да, такие транспортные средства своим детям. И не предусматривают все правила дорожного движения, то им уже может грозить за передачу данного транспортного средства, то есть лицу, который не имеет водительского удостоверения, то ему уже грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Любое транспортное средство – это объект повышенной опасности. Не только для тех, кто им управляет, но и для окружающих. И именно об этом стоит помнить, когда вы в следующий раз решите покататься на скутере или электробайке ради удовольствия. Александр Хавренко, Джелус Иннокентьев, Владимир Павлов, Якутск. И последние. Корабли большого водоизмещения приняли участие в первой дневной репетиции главного военно-морского парада в Кронштадте. Жители города вышли наблюдать за проведением тренировки, в которой также были задействованы подводные лодки. Ранее в акватории Невы в Санкт-Петербурге парадным строем прошли малые ракетные корабли, новейшие противодиверсионные, десантные и патрульные катера. Сообщается, что 25 июля, в день военно-морского флота, в параде, который состоится в Кронштадте, историческом центре Санкт-Петербурга, примут участие 39 кораблей и 7 подводных лодок, а в небе пролетят 48 самолетов и вертолетов. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Оставайтесь с нами.